Поэтому я каждому, вот, кто связан с нашими делами по Гайташу, по Октябрьским событиям, теперь по Архан-Нанды, вот, я говорю то, что вы действуйте по закону, поскольку чтобы потом не питали иллюзий и не прислали всяких вот просителей, как это было, помню, в 2010 году, в 2011 году. Куча просителей была. Тех вот по делу Исмаила Исакова, когда его судили. Просили там, не трогайте нас, там, мы там будем верными, мы вам будем служить, работать будем. Там, вот таких случаев было. Я думаю, что сейчас и нынешний президент сталкивается с тем, что ему ходят прокуроры и судьи там клянутся в верности. Но вот так будет если так будет продолжаться дальше, тогда никогда правовой государственности не будет. Поэтому, вот как я знаю позицию очень многих бывших и нынешних политических заключенных, обязательным условием следующей реформы будет привлечение к уголовной ответственности именно прокуроров, следователей, судей, которые незаконно привлекали к уголовной ответственности невиновных лиц. За эти 30 лет прокуратуру, следователи и судьи приучили выполнять политические заказы, и прокуроры, следователи, судьи уже не видят в этом преступления, хотя это преступление, выполнять политический заказ. И я должен сказать так, что и прокуроры, судьи тоже не должны питать иллюзий, поскольку сейчас столько политических заключенных стало уже, и бывших, и нынешних, что вот уже в ближайшее время, наступит время, когда и прокуроры, следователи, и судьи будут привлечены к уголовной ответственности. Обязательно.